Приветствую вас, дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро-дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 6 ноября. Это у нас с вами четверг. Смотреть будем на колоде пасьянс, потому что день обещает быть достаточно благоприятным. Он у нас идет под арканом звезда, поэтому ничего плохого точно происходить не должно. Звезда — это у нас карта, отвечающая за исполнение желаний, за мечты, за надежды, за личную жизнь. Очень часто по звезде тут на карте хорошо нарисована. Девочка отложила в сторону ноутбук, да, отложила работу, учебу, дела и просто сидит, наблюдает за небом, за ночным городом, мечтает, думает о чем-то. Возможно, планирует что-то там и так далее. В общем, очень часто под влиянием вот этой звезды нас фокус внимания смещается на отношения, на себя, на свои какие-то цели, планы с работы, да, и с дел. Ну, сейчас посмотрим, что нам еще покажут карты. Очень может быть исполнение желания или получение того, чего ты очень долго ждал, к чему ты долго шел. Тоже вот это по звезде хорошо идет, эта тема. Так, ну первый, конечно, Овны. Смотрим. Овны, четверг, 6 ноября. Покажите мне, как у них пройдет этот день. Такие основные важные события. Что будет в четверг? Угу. Сразу же мечи мне выпадают. Бокал. Ну, бокал уже больше. Больше похоже на звезду, чем мечи. Ага, и кровать тоже. Это тоже у нас звезда. Угу. Общение с друзьями, сердце. Так, здесь нет. Теперь давайте еще пробежимся, посмотрим. Горизонталь, вертикаль. Нет. И здесь тоже не вижу. Получается, у вас только одно негативное событие — это мечи. Мечи. Ну сейчас я посмотрю, вам там видно все. Ну да, вроде бы видно. Так, мечи — это у нас скандал, выяснение отношений, споры, конфликты в этот день могут быть. Или же вы можете быть свидетелем какого-то конфликта на ваших глазах. Дальше застолье, бокал. Где-то хорошо посидели, провели время. Друзья, может быть, с друзьями. И интимная связь, кровать. Ну или опять же там романтика, отношения. Там все крутится вокруг этой темы. Застолье, может быть, это свидание, как вариант какой-то будет. В общем, бокал, застолье, интимная жизнь и общение с друзьями. 3 хороших события. Такая информация для вас. Смотрим дальше, что будет у тельцов в этот день. Тельцы. 16 ноября, тельцы, события дня. Ой, убежать хотела. Ага, видите, дорога как раз машина. Ну, может быть, какая-то поездка будет. Весы нельзя соединить. Причем звезда — это часто даже перелеты, дальние поездки какие-то. Может быть, даже вы куда-то далеко поедете в четверг. То, что я и говорила. Звезда — это всегда про личную жизнь, про отношения. Выпала карта лебедь. Дерево. Время. Так, смотрим. Ага, есть из негативного рыба. Рыба.
И есть еще бабочка. Так, ну смотрите, из всех событий минус получается, минус рыба, ну и будильник как бы тоже. Что выпало? Выпала поездка в этот день, дорога, поездка, либо какое-то событие связано с транспортом. Дальше деловой разговор с кем-то может быть, деловой, рабочий, гармоничные отношения в паре, любовь, романтика, приглашение куда-то, дерево, приглашение. Будильник показывает, что в этот день дружить со временем вы не будете, поэтому надо вот как-то заранее вам все продумать хорошо, чтобы никуда не опоздать. Потому что, может быть, видите, куда-то приглашают, потом одна встреча, вторая встреча, какая-то дорога, и нужно правильно все распланировать, чтобы нигде не опоздать. И рыба – это скользкое дело. Ну, автор вкладывал в колоде, это такое значение этой карты. Это когда мы сталкиваемся с мошенниками, с разного рода аферистами, преступниками, когда нас пытаются заманить в какие-то сети аферисты и так далее. То есть тут надо быть осторожными. Но да, вот практика показывает, да, я же уже много лет смотрю на эти пасьянсы, ну и в том числе и себе, на себе же их тоже проверяю. Это может быть что угодно. Вот пасьянс, в нем такая особенность, что он показывает то, что мы видим очень часто. Не то, что с нами происходит, а то, что видим. Поэтому это может быть, например, и какая-то рыба необычная где-то. Да, вас пригласили где-то там поужинать, и какая-то вот такая прям запоминающаяся какое-то блюдо из рыбы. Это может быть и рыбалка. Это может быть, что еще там может быть? И какую-то, не знаю, там рыбку в аквариум себе домой покупайте. То есть вот любое событие, связанное с рыбой. Рыбой вот и всем вот этим водным миром. Поэтому тоже, пожалуйста, не забывайте это, имейте в виду. Иногда это неплохое событие. Это не обязательно мошенник. Это еще может быть и вот таким образом отыгрываться. Может быть, приснится рыбка, и это будет к исполнению желаний. Часто рыба это именно к беременности, к приближающейся. Так что может у кого-то вот так проиграется. Благодарю за внимание и переходим к близнецам. Близнецы, 6 ноября, события дня. Близнецы. Четверг, близнецы. Покажите мне основные события, близнецы. Бокал, первое событие. Кровать, бокал и кровать рядом. Время. Цепь. В принципе, то, что я рассказывала в начале видео. Когда у нас выпадает аркан звезда, то дела лучше откладывать в долгий ящик и заниматься отношениями. Подсвечник нельзя. И смотрим, что у нас еще с вами здесь. Солнышко еще есть. Прекрасно. Какое хорошее сочетание. Солнце, бокал и кровать. Дальше здесь нет, здесь нет и здесь нет. Смотрите, значит, что выпало из классных событий. Это то, что вы точно будете счастливы, довольны. Возможно, посетите какое-то мероприятие за столом, либо просто где-то посидите с кем-то хорошо. Интимная связь, ну, опять же, разговоры об этом, мысли об этом, романтика, интим, там все это крутится вокруг этой темы. Будильник показывает, что в этот день, скорее всего, день будет расписан по времени, по часам, и, возможно, где-то будут какие-то сбои, это предупреждение.
И цепь показывает, что вопрос не решится в четверг, какой-то связанный с делами, с работой. Нерешенный вопрос. Цепь. Если мы посмотрим ножницы, так, одна половинка и другая, ну видите, далеко друг от друга. Скорее всего, что вот этот вопрос, который должен решиться в четверг, он еще решится не скоро. Ну, точно не в четверг, не в пятницу, может быть, там следующая неделя. Поэтому вот так. В общем, в этот день, как я и сказала в начале видео, нужно заниматься любовью и отношениями, а не делами. Видите, дела не идут. Хорошо, смотрим дальше. Раки. Раки, четверг, 6 ноября. Покажите мне раки, четверг, 6 ноября. Угу. Вижу свиток. Сердце. Расческа, к сожалению. Колодец, тоже негативное событие. Ага, и еще есть 2 меча. Ну, что-то как-то у вас здесь не очень. Сердце нельзя, к сожалению. Нет, 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 нет. И здесь не вижу. Значит, смотрите, что выпало. Первое событие – это деловая встреча. Показывает этот день, какая-то может быть. Дальше общение с друзьями может быть. Общение, разговор, опять же, встреча с друзьями, какой-то контакт. Неприятность может быть, очень сильное разочарование, глубокое. Ну, может быть, эти события будут связаны, да, одно событие. Неприятность, разочарование и мечи, скандал. Ну, вот как бы карта говорит, что может быть неприятность какая? Будет скандал. Скандал, конфликт с кем-то. И после этого скандала у вас будут сильные, глубокие переживания в этот день. Поэтому вот ваша задача постараться избежать этого скандала, чтобы не было этой неприятности. Так что вот такая история для вас. То есть тут предупреждение, надо постараться уйти от скандала. Благодарю за внимание и переходим дальше к львам. Львы, 6 ноября. Шестое ноября, львы, львушки. Это что такое? Мечи. Угу, нерешенный вопрос. Ну, это как бы естественно. А вот мечи, может быть, мечи из-за того, что каждый в этот день будет хотеть быть звездой, и из-за этого будут скандалы. Не могу понять, из-за чего. Знаете, из-за чего скандалы, наверное? Потому что у нас 5-е – это полнолуние. Это еще вот это отзывы полнолуния. Угу. Я не могла понять, откуда эти вот споры, ссоры, откуда ноги растут у них, поняла. Подарочек. Еще якорь пропустила.
якорь. Корабль нельзя было. Кровать нельзя соединить. Так, ну и поехали. Также есть бокал. Кстати, бокал у очень многих выпал. Домик. Домик есть. Давайте здесь его соединим. Домик, домик. Дальше здесь нет, нет. Нет, нет и нет. Значит, смотрим. Первое событие сразу говорит о том, что будет конфликт, скандал с кем-то. Поэтому ваша задача сделать так, чтобы этого не было. Будет общение с друзьями. Будет какое-то событие в семье у вас, именно в доме, там, где вы живете. Дальше подарок, возможно, связанное с подарком. Может быть, у кого-то день рождения в этот день, может быть, какое-то, не знаю, событие, там, не знаю, какие-то успехи на работе, в спорте, там, ну и так далее. В общем, скорее всего, какое-то событие у члена семьи, и, возможно, вы даже будете делать подарок. Дальше якорь, это, ну, опять же, рядом с цепью, скорее всего, это невозможность решить какой-то вопрос. Он как будто бы якорится, как будто бы останавливается. Видите, нерешенный вопрос. Вот если мы берем дела, работу, бизнес, да, какие-то там покупки, все это стопорится, якорится невозможно решить в этот день. Почему? Потому что звезда, она всегда нас, да, как бы забирает энергию из этой темы. Поэтому вопросы не решаются, вопросы останавливаются. Зато хорошо идут дела, связанные с праздниками, весельем, отдыхом, наслаждениями. Да, вот как бы я прям прослеживаю это по раскладу для каждого знака. Вот что касается праздников, пожалуйста, все хорошо. Что касается вопросов, везде какие-то трудности и сложности. Поэтому лучше, знаете, сразу так планировать свой день, что в этот день вы будете гулять, отдыхать и ничего не делать. В четверг. Благодарю за внимание, львы, и перехожу я. Кому я перехожу? К девам. Так, сейчас собираю так, чтобы они ж не повторялись. Важно собрать. Угу. Смотрим дев. Девы. 6 ноября. Четверг, девы, события дня. Угу. Сразу же первое событие — флаг. Вы у нас исключение из правил. Так, тут еще есть кровать и весы. Выбор, да, вот надо сделать выбор. Выбрать личную жизнь, кровать, или победу в работе, в делах. Цветочек нельзя. Время. Маска. Месяц. Сердце нельзя. Сердце нельзя. Шарики. Здесь не вижу. Значит, рассказываю, что повыпадало. Первое событие — победа. Вас, в отличие от других, ждет в этот день победа именно в работе и в делах. Ну, либо, может быть, если у вас какой-то конкурс, экзамен, тоже очень хорошо, потому что, видите, идет за вами какая-то победа. Дальше, приглашение. Вас могут куда-то пригласить, позвать. Хорошие новости. Ну, может быть, это и будут хорошие новости, то, что вас куда-то приглашают, делают какое-то предложение. Дальше, сложный выбор. 2 варианта, нужно будет выбирать из 2 вариантов. Интимная связь, обман. Ну, можно, конечно, прочитать, как у вас стоит перед выбором.
Например, приглашение куда-то там по работе, по делам, где вас ждет хороший результат, либо личная жизнь, да, интимная связь. И вам приходится принимать решение. Возможно, даже придется обманывать любимого человека, куда вы там пошли, куда вы собрались. Ну, ладно, не будем. Может, это будет как-то по-другому. Давайте, значит, сложный выбор, интимная связь или личные отношения близкие, обман. Опять же, здесь как вы можете обманывать, так и вас могут обманывать. Может, это просто какие-то игрища, маска, да, там, или маска перед сном, нанесли себе какую-то масочку там и так далее. Это не всегда обман может быть. Дальше события, которые имеют цикличность, месяц, повторяются каждый месяц. И будильник в этот день могут быть какие-то проблемы со временем, когда вам надо успеть и туда, какое-то где-то время переносится, где-то что-то там не состыковки. Поэтому готовьтесь к тому, что, ну, опять же, это потому что звезда. Это всегда вот по звезде идет, она не дружит со временем, да, для нее время, оно такое, знаете, какое-то, ну, мифическое. Поэтому здесь, конечно, практически у каждого знака выпадает и подтверждает, что в этот день встречи могут переноситься, отменяться, мы можем как-то там путать время, так что тут надо быть поосторожней. Смотрим дальше. Весы. Сейчас будем смотреть, что у весов. Сейчас подумала, может быть, это у вас была победа в личной жизни. Победа, которая выпала, там не про работу идет, а про личную жизнь как вариант. Так, ладно, смотрим дальше. Весы, 6 ноября. 6 ноября, весы, четверг, события дня. Тайная встреча, первое событие. 2 кольца, мешочек нельзя. Корабль, ожидание этой встречи. Радость, солнце. Угу. Деловая встреча. Маска. Обман. Тайная встреча, обман. Получается, вы вынуждены встречаться в тайне. Вернее, вынуждены обманывать, потому что встреча должна быть тайной. Приглашение. Похоже, что вас зовут на какую-то встречу, на которую нужно пойти в тайне. И вот такое ощущение, что вы ее ждете, эту встречу. Дорога. Сундук нельзя. Месяц. Сколько у вас событий много. Так, значит, смотрим. Ножницы нельзя, лебедя нельзя. Здесь нет, здесь нет. Нет, нет, нет. Нерешенный вопрос еще есть. Ну, вот как всегда. Звезда, вопросы не решаются. Рабочие. И конфликт еще тоже вот из минуса. Напоследок нам 2 негативных события влепили. Так, значит, смотрим, что получается. Что получается? Тайная встреча в этот день с кем-то. Ожидание будет. Нерешенный вопрос какой-то будет. Конфликт может быть. Споры, конфликт, скандал. Встреча рабочая, деловая. Приглашение, радость. События, которые имеют цикличность, дорога и обман, может быть. Вот такое количество событий у вас здесь. Ну, опять же, это же, там, допустим, 3-4 события могут указывать на одно. Да, как бы нам его показывают с разных сторон. Поэтому тут может быть 2 события. Все эти карты, допустим, все эти карты разделятся на 2. Допустим, там 5
будет показывать одно событие, там и 5 другое, там, или это 3 события по 4 карты. Поэтому тут, а может быть вообще каждая отдельно. Тут я вам уже не скажу, как они будут пересекаться друг с другом. Ну, когда выпадает много, из практики я уже заметила, что если много, то обычно 2, 3, 4 могут указывать на одну. Так что, ну, увидим, в общем. Из предупреждений: остерегайтесь обмана, будьте готовы к тому, что какой-то вопрос не решится, и может быть споры, ссоры с кем-то. Это вот как бы из минуса того, чего желательно избежать в этот день. Смотрим дальше, что будет у скорпионов. Скорпионы, 6 ноября. Скорпионы, 6 ноября, четверг, события дня. Основные события покажите мне, как этот день пройдет у скорпиончиков. Угу, сразу же нерешенный вопрос какой-то. Поэтому, скорпионы, в четверг никакие вопросы рабочие, деловые лучше не решать. Все должно быть связано с развлечениями, праздниками, отдыхом, романтикой. Якорь. Видите, все дела якорятся в этот день. Не зря я выбрала вот эту карту именно с этой колоды, да, где ноутбук отложили и мечтаем о будущем. Так, есть еще свиток. Корона есть. Мешок с деньгами. Подкова. Два сердца. Любовь. Вот любовь, да, это тема у нас аркана звезды, а работа нет. Какое-то событие в семье, дома. Здесь нет, нет, нет. Нет, нет. И обман еще есть. Слушайте, маска еще есть. Так, значит, рассказываю по очереди, как выпадали. Первое. Вопрос не решится, какой-то связанный с работой, с делами. Нерешенный вопрос. А ну, где ножницы у нас с вами? Раз, половинка, два. Ну, далековато. Далековато до решения этого вопроса. Дальше. Маска, обман, остановка по якорю. Остановка, ну, решение, скорее всего, этого вопроса. Деловая встреча. Общение, смотрите, с каким-то влиятельным человеком, корона. Ну, это может быть, опять же, это какой-то чиновник, это какой-то важный клиент, это учитель, это, не знаю, там, полицейский, то есть какая-то важная фигура, налоговый там инспектор и так далее. И встреча, видите, выпадает. Скорее всего, что встреча будет с этим человеком, возможно. Дальше удача в этот день будет вам сопутствовать. Любовь, в любви будет все хорошо, удачно складываться, можно так прочитать. И также вопрос финансовый какой-то может возникнуть. Мешочек часто показывает расходы, проплаты, покупки какие-то в этот день. Может быть удачная покупка, например, можно так прочитать. Так что вот такой день. Из предупреждений: будьте готовы к тому, что какой-то вопрос может не решиться, и то, что может быть обман в этот день. Такая вот информация для вас на четверг. Благодарю за внимание и переходим к стрельцам. Стрельцы, 6 ноября.
Стрельцы, 6 ноября, события дня. Четверг, Стрельцы. Угу. Глаза не видят, что-то внутри подсказывает, да, что здесь события. Глаза не видят. Дерево, нерешенный вопрос. Видите, у нас с вами эта цепочка преследует все знаки. Хотя я специально складываю в разные места, да, чтобы не было такого, что события идут друг за... Ну, во-первых, они бы, если бы карточки были сложены вместе, они бы шли друг за другом, а так они отдельно, далеко друг от друга. Змея, мечи, ну тут как бы все понятно, да, скандал с человеком, у которого длинный язык. Угу. Радость. Ну тут два варианта, тут может быть или солнце, или якорь. Тут якорь тоже можно соединить. Так. Маска. Еще и маска сюда же, где змея и скандал. И нерешенный вопрос. Он тут все в одной куче. Так, ну и смотрим, что получилось. У вас, значит, из предупреждений, давайте с них начнем. Нерешенный вопрос, какой-то вопрос не решается в этот день, который вы хотели решить. Но ножницы очень близко друг от друга. Кстати, вам может помочь решить этот вопрос какое-то приглашение. Может так проиграться. Дальше, значит, нерешенный вопрос, конфликт, скандал, общение со змеей. Это с человеком, ну, который такой острый на язык. С ним может быть конфликт, скандал, обман, маска, обман. И хорошие события. Это приглашение, куда-то вас могут позвать. И вечером будет точно у вас радость, позитив, классное настроение. Вы будете довольны и счастливы. В отличие, да, вот, например, от утра, когда могут быть там ссоры, вопросы не решаются. Вечером у вас уже настроение будет супер. Так что вот такая информация, предупреждение для вас. Вы должны быть готовы избежать какого-то скандала и быть готовы к тому, что вопросы не решаются. Я сразу сказала в начале видео, что когда идет аркан звезды, то вопросы у нас идут очень туго в этот день. Ну, все вот эти связанные с работой, с учебой, с делами, с покупками, с бизнесом там, и так далее. Козерожки, 6 ноября, четверг, события дня. Поехали, смотрим козероги. Бокальчик выпал у вас. Ножницы. Тайна. За бокалом откроется какая-то тайна. У кого-то, видимо, язык развяжется. Такое ощущение, что тут что-то есть, а я не вижу. Ну ладно. Солнце нельзя. Нет совпадений. Так, получается, что сколько у вас? 3 события всего выпало. Первое показывает, что у вас может быть какое-то мероприятие, событие в этот день с застольем. У вас откроется тайна, секрет,
и решится какой-то вопрос. Вот вы, кстати, исключение из правил в этот день. У большинства вопросы не решаются, а вот у вас решатся. Но опять же, это могут быть вопросы, связанные с личной жизнью. То есть решение вопросов, связанных с личной жизнью, там, с семьей, с отношениями, с домом, с бытом, скорее всего, больше вот в этом направлении. Так что, в принципе, у вас тут все плюс-минус нормально. Благодарю за внимание и переходим к водолеям. Водолея, 6 ноября. События дня. Сразу рыба первая. Успех нельзя. Бабочка. Корабль. Ожидание какого-то разговора. Ключ. Очень важного, ключевого. Четверг у вас. И радость. Ну, скорее всего, что состоится, наверное, если вы довольны. И, наверное, пройдет хорошо этот разговор. Шарики. Хорошие новости вы получите, поэтому и радость. Гости. Ожидание гостей. Какого-то важного гостя. Ключ. Неприятность. Здесь горизонталь, вертикаль не вижу. В общем, вроде как все должно быть хорошо, но к чему тут эта неприятность, я не знаю. Подпортит она вам тут что-то или нет. Значит, рассказываю события по отдельности, каждое событие. Первая рыба. Рыба это всегда какая-то подстава, скользкое дело, мошенничество, махинации. В общем, все такое скользкое и мерзкое идет в рыбе. Это, ну, по крайней мере, так задумывал автор этой колоды, да, что вот если эта рыба выпадает, значит, вы попадаете на чью-то удочку, да, которую вам закидывают, и вы эту наживочку хватаете. Но, как показывает практика, рыба это не всегда, да, вот это такое негативное значение. Иногда это и рыбалка, иногда это там и может быть там какая-то вкусная рыба, которую мы где-то кушаем в гостях там и так далее, или там где-то в кафе, в ресторане. Поэтому, ну, будем надеяться, что проиграется, да, вот хорошим значением. Ну, имейте в виду, что негативное тоже может быть. Значит, рыба, скользкое дело. Дальше деловой разговор в этот день, ожидание, гости. Ключ показывает, что это может быть какой-то или важный разговор, или важный гость для вас, то есть что-то ключевое, важное. Радость, хорошие новости, очень позитивные тоже в этот день будут. И будет неприятность, поэтому у вас день двойственный. Тут и хорошее, и плохое в этот день. Да, то есть от неприятности до большой радости по солнцу. Но опять же, ключ говорит, все в ваших руках. Возможно, в ваших руках избежать этой неприятности. Тут еще такой момент. Если выпадает ключ и расческа, вы можете избежать этого. Этого может не быть, если вы будете, например, там более внимательны, более осторожны. Поэтому вот будьте начеку в этот день. И помните, что также будут хорошие события. Благодарю за внимание, Водолей. Переходим к рыбкам. Рыбы.
6 ноября. Шестое ноября, рыбы. События дня. Рыбки, первое вижу будильник. Первое событие. Расческу нельзя. Повезло, что будильник тут выпал. Из-за того, что по времени... у вас вы единственный знак, у кого проигралось прямое значение аркана звезда, это исполнение желания. Получается, здесь из-за того, что по времени что-то пошло не так, будет какой-то сбой по времени, вы избежите какой-то неприятности. Поэтому в этот день, если вдруг что-то там будет откладываться, переноситься, наоборот, для вас это очень хорошо. Это поможет вам уйти от неприятностей. Так, любовь. Ну, вот это то, про что я говорила, что звезда это у нас про любовь, про романтику, про отношения, про исполнение желаний. Так. Ну, как бы больше вроде бы ничего не вижу. Значит, в этот день вам выпало 3 события. Первое. Будильник показывает, что все, что связано с делами, с какими-то встречами, планами, да, вот планированием, оно все может, там, не знаю, переноситься, растягиваться, передвигаться, меняться и так далее. Вы должны быть к этому готовы. И для вас это будет хорошо. А вот все, что касается личной жизни, любовь, романтика, исполнение желаний, мечты какие-то, все это будет реализовываться, получаться, и все будет идти хорошо. Поэтому вот этот день очень важно посвятить именно личной жизни, отношениям, себе и постараться все дела минимизировать, свести к минимуму, насколько это, конечно, возможно. Потому что этот день, вот знаете, как он должен быть посвящен любви. Поэтому вот так. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.